Всем привет! С вами Алена Алексеева, и вы на канале Алексеева Лайф. Я надеюсь, все уже успели подписаться, все уже оставили свои комментарии и свои отзывы на наш пилотный выпуск. Кстати говоря, самые первые знакомые, которые посмотрели этот выпуск, они меня предупредили. Алена, все, держись, бойся, сейчас будет нападение от яжматерей. По поводу моего высказывания о том, что нормальным, адекватным взрослым, по идее, не должно быть или не очень интересно играть с детьми. Да что ты говоришь, моя хорошая? Ну, этого не произошло. Что удивительно, было всего там пару-тройку комментариев от мужчин о том, что фу-фу-фу, как так можно, разочарование, отписка и все прочее. Женщины меня в большинстве своем, я думаю, поняли. Дело здесь в том, что психически здоровые люди не имеют интереса играть в поддавки, они не засыпают с мыслью о том, какую же бы завтра очередную классную игру придумать для того, чтобы провести время со своим ребенком. И это нормально. Лучше и не скажешь. Мы любим своих детей, и мы понимаем, что через игру, через игрушки, через все это дети понимают окружающий мир, дети понимают природу, дети понимают, что есть хорошо, а что есть плохо. Понятие «любить играть с детьми» и «любить своих детей, и поэтому играть». Я даже не знаю, что сказать. Да, в прошлый раз кому-то не понравилась вазочка с замечательными цветами, мы решили поменять ее на ноутбук. Что у нас происходило? Ведется очень-очень активная борьба с реализацией, с оборотом алкогольной продукции на незаконных основаниях. Проводятся целые спецоперации, контрольными закупками. Дело это, наверное, нужное, важное, но, по сути, бесполезное. Если вы закрыли какую-то фирмочку, какой-то магазин, этот магазин откроется там буквально через 5 дней. То есть, по сути, это борьба с ветряными мельницами. Посмотрим, что из этого выйдет. В Ленске собаки покусали ребенка, и он в итоге попал в реанимацию. Это, конечно, опять разделило общество на два лагеря, опять произошли столкновения, опять идет активное обсуждение, опять начинают строиться баррикады, все как обычно. В данной связи я, безусловно, согласна с Анатолием Астафьевым, святителем храма в Ленске, который все это назвал зоошизой. То есть это неадекватное поведение человека. Приоритет ставит животных в ущерб людям. Или наоборот, слишком агрессивная или активная агрессия, проявляемая в отношении животных. То есть это две крайности. В данном случае то, что происходит, это все-таки однозначно безумие. Примеры вообще в целом этого зообезумия, они какие? Это если человек, проходящий по улице, специально или нечаянно оттолкнул или пнул собаку, допустим. Вот человек, находящийся в состоянии зообезумия, подходит и просто чуть ли не до смерти забивает этого человека. Или когда, допустим, зоозащитники могут прийти в частный двор и выкрасть собаку или кошку, считая, что за ними недолжным образом ухаживают, мол, они это сделают лучше. Или классически женщина завела себе 33 кошки и даже не ощущает, какой запах и аромат распространяется не то что на ее квартиру, но уже даже на весь подъезд. По сути, получается, мы упираемся во что? Мы упираемся в то, что в данный момент уже вступил в действие закон, согласно которому мы можем смотреть на собак, но сделать ничего с ними не можем. И меня больше всего поражает в этой ситуации то, что у нас такие законы так легко принимаются, перескакивая через реальные нормативы, через реальную ответственность хозяев животных, по тому же чипированию, вообще по ответственному владению животными, просто на закон о том, что нельзя с этими животными ничего сделать. Я не говорю, что животных нужно убивать, я не говорю, что всех надо отстреливать, но я имею в виду, что в нашей стране даже закон о семейно-бытовом насилии до сих пор не принят. Зато собак трогать нельзя. Мы еще людей-то не научились защищать в полной мере. Человеческая жизнь теряет всякую ценность. Наверное, это не есть правильно. А с другой стороны, давайте подумаем вообще, почему столько бродячих собак.
Безусловно, в этом прямая непосредственная вина, участие и ответственность человека. Сколько случаев, когда собаку берут в качестве охранника на летний период для того, чтобы она защищала дачный участок или дачу, и когда наступают холода, ее просто выбрасывают на улицу. Может быть, действительно, потому что люди еще не научились между собой нести ответственность за свои проступки и за свои поступки, то есть они точно то же самое экстраполируют и на животных. Все-таки, я считаю, законы между людьми, они первичны. То есть тогда люди, возможно, будут больше понимать, что такое ответственность. Собаки действительно, они не могут ответить, они не могут сказать, они не могут сами защититься. Единственное, что они могут, плодиться безгранично. Мисс Якутия. Нет, не мисс Якутия. Мисс Республика Саха-Якутия. Дурацкое название, честно говоря. Ну, почему? Потому что, ну, как бы это сразу что-то такое геополитическое, да? Мисс Республика Саха-Якутия. Ну, окей, ну, понятно. Я хотела посетить этот конкурс и отснять какой-нибудь интересный для вас сюжет. Мне отказали. Отказали, потому что я в Твиттере разместила картинку, ну, с таким, с одной стороны, с шутливым, с другой стороны, с довольно, я считаю, адекватным подтекстом. Смысл картинки заключался в том, что самая настоящая корона на голове женщины – это ее интеллект и ум. Разве я не права? Я считаю, что права. Смекаешь? Но организаторы обиделись, им это не понравилось. Они сказали, что не пустят меня на этот конкурс. Вот. Но я, собственно говоря, не стала пробиваться с боем, тем более, что на концерт Меладзе я, в принципе-то, и не планировала идти. Вот, кстати, что интересно, само мероприятие позиционировалось как сольный концерт Валерия Меладзе, а фоном где-то шел конкурс. То есть, получается, участницы конкурса «Мисс Республика Саха-Якутия» на разогреве у известного певца. Знаете, помнится, в 96-м году, о, господи, какая страшная цифра, в 96-м году все было совсем наоборот. Перед 1500-тысячной аудиторией Сосо Павлиашвили выходил только в тех случаях, когда участницам конкурса нужно было подготовиться к следующему выходу. То есть это он был на разогреве нашего конкурса. Но, видимо, что-то меняется. Что-то меняется в статусе, что-то меняется в запросе. Может быть, действительно людям этот конкурс перестал быть интересным. Камон, ну зачем? Сейчас, в принципе, все границы открыты. И виртуальные, и реальные. Вы легко можете поехать сами, я имею в виду девушек, которые в себе чувствуют заряд, в себе чувствуют потенциал, в себе чувствуют желание сделать карьеру модели. Зачем вот этот вот, честно говоря, меня немножко смущает что, да? Меня смущает идея создания вот опять этого иллюзорного диснеевского замка вокруг тусовки вот этих замечательных. Нет, девушки прекрасные, это спору нет, они правда молодые, красивые, такие полные надежд глаза, да, и тем на самом деле мне как-то вот, ну, чуть-чуть не по себе, потому что вот в реалиях 21 века, когда на дворе 2020 год, а мы до сих пор вот с каким-то типа замиранием, кстати, замирания сердца тоже нету, да, но типа замиранием смотрим за ходом вот реализации этого конкурса. Все возможности Инстаграма, ТикТока, я не знаю, там, Ютуба, чего угодно, интернета, социальных сетей, они позволяют стать звездой, сидя за вот этим столом в возрасте 40 лет. Нету границ, нету. Зачем вы это делаете, я не понимаю. Чтобы потом просто собрать людей на концерт Меладзе, да просто организуйте концерт Меладзе. И вот эти расходы ни к чему. Премия «Якутянин года». Как только он начался, в лидеры вырвался бывший заместитель главы администрации города Якутска Владимир Федоров. И он очень прочно сидел на лидирующей позиции. И вдруг в последние дни каким-то образом чудесным другой участник этого конкурса резко набрал много голосов. Мне очень будет интересно, каков же будет результат этого конкурса. Сама лично я считаю, что там на самом деле очень-очень-очень много достойных участников. Ну, практически каждый действительно внес свой существенный вклад. Единственное, что опять не совсем объективные итоги этого конкурса. Я все равно считаю, что выбор народа – это все-таки очень-очень важно. Ну, во-первых, Анастасия Диадорова
Наша умница-красавица завоевала 4 золотые медали чемпионата России по плаванию. Новость, которая нам безумно понравилась, это то, что в 2020 году планируется высадка 7,5 тысяч гектаров леса на территории Республики Саха-Якутия. Это к вашему вопросу касательно о том, что за книги в топке. Почему торцом к стене, почему не видно, что вы читаете, Алена, и почему все-таки книги в камине. А я вам скажу, книги в камине – это метафора к вопросу бережного отношения к экологии и к природе. Понимаете, сколько деревьев нужно срубить, чтобы вот эти книги для вас изготовить? Электронные, кстати, гораздо дешевле, раза в 3-4. Мы читаем электронные книги. Ну и мой совет, моя рекомендация в свете вот всей этой собачьей темы очень сильно порекомендовала «Догвиль» Ларса фон Триера с Николь Кидман в главной роли, но он просто суперский. Это вот один из моих любимых фильмов. Мне кажется, он такой актуальный. Смотрите, понравится. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска, подводя итог всему сказанному выше и ранее, сильно рекомендую вам всем заняться повышением самооценки. Для начала просто можете пройти тест, вбив в любой поисковик, потому что самооценка – это основа основ. Это основа нашего поведения, это то, что провоцирует нас на определенные поступки, на определенные проступки, даже на преступление может толкнуть. Пишите ваши комментарии, пишите ваши мысли, пишите ваши замечания, пишите ваши пожелания. Удачи!